Участники, становись на парад. Становись. Равняйсь. Отставить. Равняйсь. Смирно. Здравствуйте, участники соревнований. Молодцы, активно. Состояние у нас погоды сегодня отличное. Снега привалило. Самое настоящее кросс-кантри снежное у нас сегодня пройдет. Участников у нас сегодня зарегистрировалось 13 человек. Одна девушка, давайте ей поаплодируем. Самая смелая, молодец. Согласно трассы, трасса у нас 2,2 километра. Проходит вот здесь вот, охватывая поляну, Чучур-Муран, поднимается наверх. Ну, снега довольно-таки очень много. Если в прошлом году участки были такие скоростные у нас, а потом мы бежали метров 300-400, ну, сегодня у кого как пойдет. Кто как готов. Ну, состав у нас сегодня тоже довольно-таки серьезный и по мужчинам, и по ветеранам. Ну, сейчас через 5 минут у нас будет старт. У нас будет масс-старт. Все поедем, значит, одновременно. Никакого разгоночного круга мы не сделаем, нас мало. Ну и спокойно разберемся. Впереди подъем. Ну, я думаю, никто не заблудится. Через 5 минут старт. Разойтись на разминку. Сегодня находимся на снежном кросс-кантри. Буквально через несколько минут велосипедисты, спортсмены сделают старт. И мы знаем, кто же у нас сильнейший. Но сегодня очень хорошая погода. Действительно настоящая снежная кросс-кантри. В общем, я думаю, будет интересно. Ну, сегодня у нас состоялась традиционная снежная кросс-кантри, которая, я думаю, проводится только у нас в Якутии, да, насколько я знаю. Ну, сегодня собралось не такое большое количество участников, но тем не менее 13 человек сегодня вышли на дистанцию, чтобы попробовать свои силы. Это мы проводим уже, по-моему, 6-й раз соревнования, да, вот именно вот в таких условиях, чтобы велосипед и снег. Ну, дистанция у нас была небольшая, для мужчин 6 километров, для ветеранов 4, для женщин 2 километра. Ну, дистанция такая, что подъемы были, спуски были, наклоны и там прочее, поэтому сложности хватало, тем более в такой рыхлый снег велосипед сносило, и много сюрпризов сегодня было. Но тем не менее и по тройке победителей среди мужчин тоже сюрпризы есть. Ребята, которые в тройку не входят, да, в обычных, не всегда входят, но вот именно на снегу они как бы себя чувствуют очень хорошо почему-то. И зимой они у нас вот в феврале были соревнования, да, в этом году, в начале года, тоже очень хорошо выступили. Те же ребята на снегу.
Поэтому, не знаю, или навык так держаться на снегу, или что, не знаю. Но, тем не менее, одна девушка у нас сегодня была, 4 ветерана, и, получается, остальные у нас мужчины. Ну вот, погода сегодня самая такая, что ни на есть, хорошая, лыжная, да, но не совсем велосипедная. На будущее мы будем учитывать, чтобы было чуть-чуть поменьше снега. Но, тем не менее, соревнования удались. Наша федерация работает очень хорошо и активно. Мы в этом году уже провели 14-е соревнования. То есть не каждая федерация может похвастаться таким объемом проведенных спортивных мероприятий. Но, тем не менее, мы провели, мы сделали, и я думаю, что у нас количество скоро будет переходить в качество. Анна, скажите, как долго вы занимаетесь велосипедным спортом? Или спорт ли это для вас, или это увлечение? Для меня это больше увлечение, то есть до серьезного спорта далеко, потому что семья сейчас не позволяет много времени тратить на качественные тренировки. С 2012 года я стараюсь ездить зимой, то есть одну зиму я полностью преодолела, одну наполовину и кусочками последний год. И мне все это время, я смотрела велоотчеты на вело-ЕГТРО, очень хотелось участвовать. Я видела, девушки участвовали, а чем я хуже, захотелось тоже. А как вам сегодняшняя трасса? Трасса такая, попотеть пришлось, конечно. Скажите, а что вы можете посоветовать девушкам, которые хотят кататься на велосипеде, может даже не просто кататься, да, а именно зимой? Самый стандартный набор слов, наверное, грамотно одеваться, то есть потеплее, да, беречь колени, беречь серединку женскую, в общем, в таком духе. Ноги, соответственно, чтобы не мерзли. Можно много подробностей рассказывать, советов полно и на велофоруме тоже можно будет зайти, посмотреть, поискать. Всем велосипедов и всем веложизни. 3-е место занимает Торговкин Ярослав. 2-е место Горельский Валерий. Победителем среди ветеранов, который прошел 3 круга даже. Алексеев Максим, 31 минута 57 секунд. Улыбнулись хоть, что ли? Не до смеха. 3-е место Алексеев Анатолий. 2-е место Скрябин Сергей. 1-е место, к сожалению, ровно 36 минут занял Петров Игорь. Поздравляем! И ценный подарок — замок. Ура! Спонсор Ярослав Торговкин. Так, в категории девушек участвовала единственная девушка, которая достойно прошла дистанцию, Белобородова Анна. Так, финиширует последний участник нашей гонки. Давай!
Молодец! Друзья, вот и подошли к концу снежной гонки. Было очень интересно, захватывающе, тем более, что сегодня такой великолепный снег. Те, кто катает зимой, удачи, успехов, ну и, конечно же, занимайтесь спортом и активным отдыхом. Суперакция от Баяная. Делайте покупки в Баянай-центре от 5000 рублей и получайте шансы выиграть УАЗ-Охотник, сертификаты на МР, ВПО-208, бензопилы, мотобуры и другие призы. Официальный партнер акции — группа компаний «Колми». Будьте с Баянаем!